Уже 4 месяца представители турецкого благотворительного фонда Садака Таши изучают ситуацию в Абхазии и оказывают необходимую помощь нуждающимся детям и репатриантам из Сирии. Сегодня генеральный секретарь фонда Эмра Энгин в гостях у «Вечернего экспресса». Господин Эмра, добро пожаловать в Абхазию. Вы впервые в нашей стране, вам нравится наша страна? Я в Абхазию впервые приехал 4 года назад готовить проект. И надеюсь, вы будете приезжать еще не только работать, но и отдыхать. Мы тоже надеемся. Господин Эмра, расскажите нам о вашей организации, об истории вашего фонда. Наша организация зародилась в 2010 году в Турции, головной офис у нас в Стамбуле. На данном этапе наш фонд работает в 25 странах мира. В каких странах? Нет необходимости все эти страны перечислять. Могу лишь сказать, что в Европе, в Балканских странах, на Ближнем Востоке, в африканских странах. Теперь уже и на Кавказе. Основная наша деятельность – помощь обездоленным детям. Оказываем помощь малоимущим семьям, которые пострадали от войн. Есть у нас и такие организации в разных странах. В первую очередь оказываем помощь людям, которым необходима экстренная помощь. У вас большая организация? Сколько человек работает в фонде? Какова система вашей организации? У нас в основном работают волонтеры. Конечно же, у нас есть сотрудники, профессиональные кадры, которые получают зарплату, где-то около 10 человек в головном офисе. Кроме них в фонде работает сотни волонтеров. А у вас во всех странах есть волонтеры? Есть волонтеры, граждане Турции, которые нам помогают в нашей стране организовывать работу. Работники офиса занимаются организационными вопросами фонда, остальное — волонтеры. Но в разных странах волонтеры — местные граждане, которые также заняты организационными вопросами. Откуда у вас поступление средств в ваш фонд? Кто основные доноры вашего фонда? Основные доноры известны, это граждане Турции. Простые граждане турки очень любят оказывать помощь. За последние годы наша страна вошла в группу лидеров среди стран, которые оказывают помощь. По последним данным, Турция оказала помощь гражданам других стран на сумму порядка 4 миллиардов долларов. И эта цифра растет. А со стороны вашего государства нет помощи вашему фонду? Есть, конечно. У государства есть организация «Красный полумесяц», есть еще другие организации. Мы обращаемся к государственным организациям, предлагаем проекты, например, хотим провести акцию в той или иной стране, бюджет акции таков, нужно столько средств, мы смогли собрать столько денег, и нужна помощь со стороны государства. Они одобряют, и мы работаем. Почему вы выбрали именно Абхазию? Почему именно сюда приехали заниматься благотворительностью? Принцип работы нашего фонда начинать с соседних стран. Мы провели несколько акций. Как вам известно, в Турции проживает немалое количество наших граждан с абхазскими корнями. Свыше 100 лет мы с ними живем в одном государстве. Наши друзья, коллеги. Во время общения с ними решили приехать в вашу страну и изучить ситуацию. Наши друзья пригласили нас в Абхазию, и мы приехали сюда. Мы поездили, пообщались с людьми, встретились с разными чиновниками. Познакомились с очень симпатичными людьми, которые хотят на волонтерских началах помогать нам. После беседы с этими людьми мы убедились, что есть в стране социально незащищенные малоимущие семьи, которым необходима экстренная помощь. Мы подумали, что нет необходимости ехать в дальние страны, когда у нас под боком в Абхазии есть нуждающаяся семья. Среди ваших помощников есть волонтеры абхазской национальности, которые вам оказывают помощь в Турции? Да, конечно, благодаря им мы приехали сюда. Мы постоянно поддерживаем с ними контакты, видимся часто. Они нас информируют о вашей стране. Вся наша работа проходит прозрачно, так как основные наши информаторы-волонтеры оказывают нам информационную поддержку.
Среди них есть немало абхазов, граждан Турции, и мы очень благодарны. Господин Эмре, вы приехали в Абхазию. Что вы успели сделать за такое короткое время? Мы видели вашу презентацию проекта. Наши корреспонденты сделали сюжет. Вы оказали финансовую помощь детям. Да, как я уже говорил, мы 4 месяца назад приехали, изучали ситуацию. Что мы можем на данном этапе сделать? Мы пообщались с нашими друзьями. После обсуждения выяснили, что многодетным и обездоленным детям нужна помощь, и мы с коллегами решили оказать им материальную помощь. А также выяснили, что у вас немало беженцев из Сирии с абхазскими корнями, репатрианты. Решили их охватить. Наши местные волонтеры поработали, собрали нам список остро нуждающихся детей. Приехали сюда и 73 юным вашим гражданам раздали материальную помощь. Затем мы встретились с репатриантами из Сирии, им тоже оказали материальную помощь. Но это еще не все. Это не означает, что наша помощь прекратится, пока мы делаем лишь первые шаги. Вы провели очень важные встречи в правительстве. Встречались с первым вице-премьером. Как вы оцениваете результаты этой встречи? Вы приезжаете оказывать помощь нашим гражданам и, наверное, ждете помощи нашего правительства в своей деятельности. Да, мы встречались с первым вице-премьером, очень хорошая встреча была. Мы не ожидаем помощи от правительства, ждем всего лишь от действия. Обозначили нашу позицию, которая заключается в том, что мы хотим прийти в вашу страну так же, как и в другие страны, лишь с одной целью – помочь нуждающимся. Насколько велико будет содействие со стороны государства нашим друзьям, настолько вы нам и облегчите работу, и настолько же мы будем полезны вашему обществу. Со стороны государства мы ждем всего лишь содействия в открытии фонда помощи, который будет основан с нашими абхазскими друзьями и коллегами. Насколько мне известно, вы будете учреждать фонд в Абхазии. Конечно, наш принцип работы так и построен. В каждой стране, где мы работаем, открываем благотворительные фонды помощи, организуем сеть волонтеров, которые нам помогут в сборе информации. Созданный нами фонд будет информировать о нуждах этих семей. Мы намерены всегда находиться здесь. Наверное, будет информационный центр, банк данных. Да, конечно, местная организация прорабатывает все эти моменты. Допустим, столько семей нуждается в одежде, стройматериалах или иная помощь. Или же, например, есть необходимость в помощи учащимся в школах. Они нам передадут эти данные, и мы окажем адресную помощь этим семьям. Eğitim için destek istiyor gibi bu tespitleri yapacaklar, bize gönderecekler. Biz de o tespitler doğrultusunda yardımı ulaştıracağız ki neticesi sağlıklı olsun. Господин Эмре, вы хотите создать тут систему помощи. Что она из себя будет представлять? Şimdi şöyle, biz zaten dünya standartları da bu şekilde. Наверное, нужно вначале обозначить основные моменты, для чего все это нужно. Вся наша деятельность в той или иной стране основана на местных волонтерских организациях. Почему? Потому что мы жители другой страны, мы не владеем полностью ситуацией в той стране, сидя в Турции за столом, в офисе нет возможности знать о нуждах людей. Так как волонтеры будут местными гражданами, им виднее, какая необходима помощь. Если, конечно, мы хотим действительную помощь оказывать людям. Поэтому есть необходимость создания местного фонда, который со своей стороны будет разрабатывать проекты и передавать нам, а мы со своей стороны окажем им помощь в реализации этих проектов. Поэтому наша деятельность имеет сетевую структуру. Господин Эмре, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Мы впредь будем рады вас видеть. Удачи вам в вашем благородном деле. Всего доброго.